Здравствуйте! Вы смотрите новости на канале «Новый век». В ближайшее время с вами Анастасия Маслова. Сегодня в выпуске. Определены приоритеты в благоустройстве Кызыла в этом году. Что и где изменится. В столице республики может появиться многопрофильная больница. Протокол намерения о ее строительстве подписал глава Тувы на Красноярском экономическом форуме. В игре и девушки, и мужчины. В Туве стартовал турнир по волейболу. О новостях подробнее. В Центре тувинской культуры и ремесел состоялись публичные слушания. Определены дворы и общественные пространства, которые в этом году изменятся до неузнаваемости. До 20 апреля принимались заявки с проектами и без. Во дворах горожане проводили собрания. Жильцы обсуждали, что и как благоустроить. А за общественные пространства ВКонтакте проводилось открытое голосование. Наша съемочная группа узнавала, какие дворы и общественные пространства станут благоустроенными. Проведено с нашим участием 16 собраний в общедомовых территориях города Кызыла, где достаточно активно, я так считаю, что жители выходят, очень многим интересуются. Эта программа достаточно новая, в первый год, поэтому вопросов по этому поводу всегда было очень много. В публичном слушании представили 26 проектов, из них 16 – благоустройства придомовых территорий. В ходе голосования проектов на собраниях жильцов самый высокий показатель у дома номер 55/1 по улице Кочетова – более 80%. Данный проект считается лидирующим. Это дворы по улице Московская, 101, 102, 104, 109. Как поделились организаторы слушания, квартал большой. 700 жилых помещений, где проживают более 2000 человек. Соответственно, требует больших затрат. А вот проект прилегающей территории к Кызылскому кадетскому училищу и к Южному Субургану. Территория сейчас не благоустроена. Проект представляет заместитель начальника кадетского училища Денис Постнов. Я, например, живу на том же Ангарском бульваре. Для меня также интересно обустройство и этой территории. Но так как мы представляем свой собственный коллектив, заинтересованы в победе, конечно, нашего проекта. Но в то же время хотелось бы, чтобы победили практически все, потому что все проекты очень интересные и нужные для города. Город должен измениться, должен цвести. Двор «Красный партизан» 41 очень активный, но их проект требует больших вложений – около 30 миллионов рублей. Жители готовы софинансировать строительство площадок и заняться озеленением территории. Здесь жильцами запланировано футбольное поле, столы для армрестлинга, зоны отдыха и прогулок, а также детские площадки. Это было бы, если все получится, удастся договориться, да, и стройка будет осуществлена, то это было бы достойным завершением, значит, того участка набережной от центра Азии, нашего прекрасного центра Азии, до вот этой гостиницы. По итогам рейтингового голосования по дворам первое место с 43 голосами получил проект дворов на Московской, с 39 голосами на втором месте Кочелола 7, на третьем Ангарский бульвар. По пространствам первое место получил молодежный сквер 107 голосов, второе место велодорожка с 81 голосом и третье место Ангарский бульвар от Московской до улицы Лапсанчапа. Активные дворы и общественные пространства, нуждающиеся в благоустройстве, которые не войдут в программу этого года, будут включены в 5-летнюю муниципальную программу формирования комфортной городской среды на 2018-2022 годы. Она будет доработана к осени и также вынесена на обсуждение. Диана Баймбусерец-Ховалы, телекомпания «Новый век». Шалбан Караул подписал протокол намерения о строительстве в Туве многопрофильной больницы на условиях государственно-частного партнерства. Глава Тувы сейчас участвует в работе 14-го Красноярского экономического форума. Согласно документу, проект будет реализовываться на основе государственно-частного партнерства между правительством Республики Тыва и обществом с ограниченной ответственностью Красдент с привлечением китайской компании. Многопрофильный Южно-Сибирский медицинский центр будет базироваться в городе Кызыле. Предполагается, что по разработанному бизнес-плану медцентр будет обслуживать жителей Тувы, Сибирского федерального округа и Монголии. Медицинская помощь будет оказываться как в рамках системы обязательного и дополнительного медстрахования, так и в рамках платных услуг. Профильные направления медцентра от терапии, кардиологии, хирургии до лабораторных анализов и гемодиализа. Шалбан Караул подчеркнул, что реализация проекта будет способствовать не только привлечению инвестиций в экономику республики, но и содействовать повышению качества услуг и конкуренции в сфере здравоохранения.
Власти Тувы намерены пересчитать малоимущее население республики по степени его нуждаемости, чтобы ориентировать социальную политику на тех, кому поддержка государства действительно необходима. Для этого Минтруд республики силами сотрудников своих центров планирует провести в 2017 году исследование численности малоимущих жителей. Данная работа станет одним из ключевых приоритетов социальных служб Тувы на текущий год и позволит, кроме усиления адресности поддержки и определения ее видов, установить достоверную картину бедности в регионе. В ходе исследования планируется выделить беднейшие слои населения из общей численности жителей республики, доходы которых официально признаны на уровне или ниже прожиточного минимума. Малоимущих, а это по данным Минтруда республики около 27 тысяч семей, оценят в частности по величине их фактического месячного дохода относительно прожиточного минимума. Они будут дифференцированы на 5 групп: от тех, у кого этот доход составляет 100% прожиточного минимума или 10 016 рублей, до тех, кто живет на четверть минимума и менее. Разделение малоимущих граждан по глубине бедности необходимо не только для более четкой адресности социальной поддержки и оптимизации соответствующих расходов бюджета. В Минтруде республики считают, что оно поможет также определить, кто из сегодняшних малоимущих считается бедным лишь по формальным признакам и, по сути, не имеет оснований требовать от государства безвозмездной помощи. И о курсах валют. Доллар стоит 56 рублей 42 копейки, а евро 60 рублей 61 копейка. Сейчас реклама, через пару минут продолжим. Бабушка знает, где что покупать. Помидоры на рынке, а мясо у Семеновны. Технику-то дешевле в интернете. Смотри. Двухкамерный холодильник «Индезит» по интернет-цене 19 990 рублей. РБТ.ру. Надо тебе чехол для планшета связать. Как быть, если срочно нужно квартиру, дачу купить или по кредиту меньше платить? Банки процентом не балуют, а какие-то вообще не жалуют. У нас есть решение. Кредит под залог от Восточного. Хорошее предложение. 8 800 100 ровно 7100. ПАО КБ «Восточный». Компания «Дверной арсенал» предлагает сторожевые двери «Бульдорс». Отличная защита вашего дома по доступной цене. КСУ Аюна Курседи, 54. Закупаем лом черных и цветных металлов по высоким ценам. Оплата сразу. Кахем 94. Район аптека управления. 923 384 38 78. Это новости, мы снова в эфире. В Кызыле стартовал турнир по волейболу. Соревнования в Туве проходят уже в 4-й раз. В этом году за главный приз поборются 10 команд из разных регионов. И надо сказать, что география турнира с каждым годом становится все разнообразнее. С командами познакомилась Диана Баян-Багус. На площадке сборные команды из Красноярска и Бурятии, от Юридического института Сибирского федерального университета и Бурятского госуниверситета. Команда из Бурятии играет в таком составе уже 2 года. На родине считаются одними из лучших волейболисток. За плечами немало побед. Начали хорошо, потом девочки подрасслабились маленько. Вот сейчас наслаждение с этого вытекают. Не знаю, посмотрим, как закончится эта игра. После этой игры сразу со второй командой, с Горно-Алтайской, мы играем. Там ничего не могу сказать. Но так я думаю, что шансы у нас есть. Сегодня соревнуются 6 мужских команд и 4 женских. Съехали сборные из Бурятии, Красноярска, Кемерово, Иркутска, Горно-Алтайска, Хакасии. Из Тувы принимают участие 2 женских команд и 2 мужских. Игры еще не начались. Мужские игры у нас сейчас и начинаются. Видно, что команды очень подготовлены, некоторые команды усилены. С каждым годом число участников растет. Видим, что сейчас играет команда Красноярска и Бурятского госуниверситета. То есть я считаю, что фавориты уже видны. Командам есть за что побороться. За первое место денежный приз в сумме 300 тысяч рублей, за второе 200 тысяч, а за третье 150 тысяч рублей. В финале встретятся 4 команды. Турнир завершится 23 апреля. Диана Баян-Багус, телекомпания «Новый век». Отмечу, что завтра на стадионе 5-летия Советской Тувы состоятся соревнования по борьбе «Хуреж». Все желающие могут прийти и поболеть за участников. А пока на другие темы. В региональном министерстве МВД чествовали ветеранов внутренних дел. С поздравительной речью к ним и их близким обратился министр внутренних дел генерал-майор полиции Александр Лобанов, который отметил, что ветераны ведомства являются собой пример доблести и чести, мудрости и беззаветной преданности своей стране. Главный полицейский региона поблагодарил старших коллег за вклад в общее дело борьбы с преступностью
преступностью и за тот опыт, который ветераны до сих пор передают новому поколению сотрудников полиции. Затем участники собрания почтили минуты молчания сотрудников УВД, отдавших жизнь и с честью выполнявших свой долг перед Родиной. Завершилось торжественное мероприятие праздничным концертом. Далее наша рубрика «Новости короткой строкой». Для ремонта дизельной электростанции в тот же прибудут специалисты из Нижнего Новгорода. Аварийный режим был введен из-за неисправности блока управления основной дизельной станции. Как сообщили в Минтопэнерго Тувы, неоднократные попытки устранить поломку силами своих специалистов оказались безуспешны. Бригада из Нижнего Новгорода прибудет в Туву 22 апреля. Напомним, село Турахем вторую неделю вынуждено снабжаться электроэнергией за счет резервных генераторов. 23 апреля детская школа искусств имени Нади Рушевой проведет праздник в кругу друзей, посвященный 70-летнему юбилею школы. За свою историю школа выпустила более 1000 юных музыкантов и художников. Со дня образования учреждения началось развитие детского музыкального образования в республике. Многие выпускники стали известными людьми в Туве и за ее пределами. Школа приготовила много сюрпризов для своих гостей. 20 апреля в Кызыле стартовала акция по посадке саженцев и кустарника. В общей сложности будут посажены 2347 деревьев. Начнут с аллеи поколений. На этом участке планируется посадить 400 полутораметровых сосен. Новые деревья появятся в районе магазина номер 45, машзавода, а также на улицах Калинина, межмикрорайоны и Байхакской. Посадка черемухи, рябины, боярышника, двухметровых берез и ели в сквере Молодежной закреплена за Тувинским госуниверситетом. Озеленение столицы Тувы продолжится до середины мая. В столице Монголии Улан-Баторе со 2 по 5 октября в рамках Дней российско-монгольской дружбы будет проходить «Экспо «Сделано в России». Это первая универсальная выставка российских товаров и услуг в Монголии и прямая возможность для установления деловых, партнерских взаимоотношений и заключения контрактов. Предполагается, что выставка станет благоприятной площадкой для предприятий, фирм, организаций, ориентированных на развитие своего экспортно-импортного потенциала. Программа предусматривает деловые встречи, презентации, пресс-конференции и другие мероприятия для продуктивной реализации задач экспонентов. Владимир Путин подписал указ о военных сборах для военнообязанных, пребывающих в запасе. Об этом сообщает официальный портал правовой информации. Призвать в 2017 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до 2 месяцев в вооруженных силах Российской Федерации, в органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности, сказано в указе президента России. Глава государства поручил правительству и органам исполнительной власти в регионах обеспечить выполнение связанных с организацией и проведением сборов мероприятий. Сегодня ведущие на радио «Голос Азии» проверяли своих слушателей на знание истории столицы Тувы. С помощью загадки участникам радиоквеста «Замес майонез» предлагалось отыскать, где в нашем городе находится здание первой в Туве электростанции. Кстати, загадку вы прямо сейчас видите на своих экранах. Удалось выяснить, что историю Кызыла слушатели знают на отлично. На зашифрованное место в течение первых минут игры приехал радиослушатель Владимир. Замес майонез. Да, спасибо. Теперь победитель вправе воспользоваться подарком от ресторана гостиничного комплекса «Буян-Бадыргы» двойным бизнес-ланчем. Кстати, слушатели радио знают, что в ресторане действует акция «Каждый 5-й бизнес-ланч бесплатно». Теперь об этом знаете и вы. Разгадывайте квесты «Замес майонеза» и выигрывайте. И о погоде. В ближайшие сутки в Кызыле будет переменная облачность, днем без осадков. Температура воздуха ночью +1, -2, днем +13, +17. Ветер 2-5 метров в секунду. Атмосферное давление 710 миллиметров ртутного столба. На этом все. Выпуск новостей ищите также на YouTube-канале Тувинской единой службы информации. Но не переключайтесь. Далее в эфире программа «Скажем, покажем». Я же желаю вам всего доброго. До свидания.